Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Дима, читай. С 15 по 30 апреля в Республике Саха-Якутия будут проведены отборочные соревнования для участия в финале седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills 2019». В этом году национальный финал пройдет в городе Казань на территории выставочного комплекса «Казань-Экспо» 20 по 24 мая. Отборочные соревнования проходят в 25 регионах Российской Федерации. И на эту тему мы сегодня разговариваем с нашими гостями. Рада представить вам Нургуну Афанасьевну Соколову, заместителя министра образования и науки республики, и Владимира Ганьшина, сертифицированного эксперта по компетенции реверсивный инжиниринг. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Расскажите нам про сборную республики, да? В первую очередь. Да, вот по итогам нашего регионального чемпионата, да, сейчас расширенный состав сборной республики, это 27 участников, это и молодые профессионалы, юниоры, их эксперты-компатриоты. На сегодня уже 13 из них могут с уверенностью сказать, что они входят в состав сборной, которая будет защищать честь республики в национальном финале. А остальным придется в 20 регионах проходить отборочные соревнования и доказывать свое профессиональное мастерство. А чем отличается нынешние соревнования этого года от предыдущих? Ну, необходимо отметить, что третий год Союз WorldSkills проводит такие отборочные соревнования по всем регионам страны, да, и третий год наша республика принимает участие. Есть у нас подписанная правительством республики дорожная карта по развитию движения WorldSkills у нас в республике, и в рамках этого направления мы ежегодно проводим отборочные соревнования. В первый год мы проводили по компетенциям сферы услуг, а в прошлом году это были 6 компетенций направления IT и промышленности, а в этом году мы выбрали направление цифровой и креативной экономики, так скажем, да? И, соответственно, у нас идет увеличение количества участников, да, ну и география регионов у нас расширяется. Владимир, ну нам интересно, расскажите нам о вашей компетенции. Что это за компетенция, да? Реверсивный инжиниринг. Да, моя компетенция – это реверсивный инжиниринг. Реверсивный инжиниринг – это процесс обратного проектирования. Допустим, у нас есть какое-то техническое устройство, двигатель, на котором нет технической документации для воспроизводства. И наша задача стоит в том, чтобы после нашей работы подготовить все необходимые документы, чтобы можно было запустить серийное его производство. Применяется реверсивный инжиниринг практически везде, в стоматологии, допустим, чтобы восстановить структуру челюсти, в археологии. Вчера, например, в Северо-Восточном университете есть музей мамонтов. Мы туда посетили с экскурсией и заодно отсканировали туманскую собаку, которой 12 тысяч лет. И наша одна из задач – это в будущем построить ее модель, чтобы люди могли увидеть, как она выглядела на самом деле в прошлом. Ну, а для конкурсантов что включает ваши Для конкурсантов компетенции? у нас уже применительно в машиностроении есть какое-то устройство, допустим, коробка передач, и она разрушена. Некоторых деталей нету, есть легенда, как она должна функционировать, и наша задача, используя 3D-сканеры, отсканировать, чтобы понять геометрию, затем ручным инструментом мерятся те детали, которые тоже не достает, и в конечном итоге мы получаем компьютерные модели, которые можно воспроизвести с помощью 3D-принтеров, станков с числовым программным управлением. И также делаем чертежи, чтобы можно было также использовать в производстве. Достаточно сложное здание, да? И интересное. И Очень интересное очень, и сложное. Я бы не справился. Я не прохожу. Ну, тебя бы и не пригласили. Ну да. Ну, а все-таки с каких регионов вообще участники прибывают? Где будут они размещены? Да, вот наша республика по 11 компетенциям принимает участников и их компатриотов, да, из 65 регионов. Всего планируется участие 568 человек. Да. Мероприятие будет проходить на базе Якутского промышленного техникума имени Десяткина, это на Грессе, да, а также по одной компетенции промышленная автоматика у нас сегодня начинается конкурсное соревнование в городе Мирном. Проводит его региональный технический колледж. Размещение по общежитиям наших учреждений среднего профобразования, а также подключены здесь Сосновый Бор и санаторий Горняк Мирно. Ну, соревнования на нескольких площадках, да, будут проходить? Вот
Как я Сколько уже, их? да, как я уже определила, мы для удобства населения, чтобы могли прийти посмотреть, значит, организовываем только на одной площадке в городе Где, например? Якутске, да, и в Мирном на одной площадке. Получается, что можно прийти и посмотреть на соревнования, оценить и как-то присмотреться даже. Обязательно мы приглашаем жителей нашей республики, города, чтобы школьники, их родители, да, заинтересованные предприятия, молодежь пришла, посмотрела, как работают сейчас наши техникумы и колледжи, чему учат, на каком оборудовании. И вот можно сказать, что это международные стандарты уже в действии здесь у нас в Якутске. Мгм. Что ж, Нюргуна Афанасьевна, Владимир, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Очень Желаем- интересно, да. Интересное соревнование и конкурс. Приглашаем всех телезрителей присоединиться и посмотреть, да, что Что это за соревнование? И, может Да. быть, кто-то захочет принять в нем участие. Все-таки давайте напомним, во сколько и когда. Значит, соревнования проводятся с 15 по 30 апреля с утра до вечера. на протяжении Значит, всего да, дня. это Якутский промышленный техникум. Что ж, удачного Спасибо большое. проведения, плодотворной работы. Спасибо большое.